И перейдем к новостям России. Автор канала «Удмуртия против коррупции» у нас на связи, Иван Елисеев. Иван, доброе утро. Доброе утро. Меня слышно, видно? Слышно, видно, прекрасно, радостно вас наблюдать. Рад вас видеть. Да, новости из Удмуртии какие-то нерадостные приходят. У вас там изобрели избирательное ноу-хау, программа 1+5. Что-то новое слово в избирательном процессе практически прозвучало, которое грозится прозвучать и на выборах президента. Можете ли рассказать об этом, что случилось и почему на это стоит обратить внимание? Да, конечно, в воскресенье в Удмуртии, в общем, по стране прошли выборы, был единый день голосования, и есть в Удмуртии такой район, называется Болезинский, и там была зафиксирована самая низкая явка на дополнительных выборах муниципальных депутатов, которые там были. Только 13% избирателей пришло на участки в этот день. И достаточно быстро среагировали в этом районе, потому что уже выборы были в воскресенье, но уже в понедельник, вторник пошла рассылка по образовательным учреждениям от РАНО, что необходимо сотрудникам подготовить списки. Значит, списки должны выглядеть следующим образом, что вот сотрудник есть и система 1+5. То есть каждый сотрудник должен в этом списке разместить персональные данные своих родственников, знакомых. Почему у вас люди на выборы не ходят? А как мы будем Путина в марте выбирать? И после этого, значит, произошел, видимо, какой-то креатив в Березинском районе, и вот образовательные учреждения теперь этим занимаются. Все учителя и, значит, сотрудники детских садов должны будут заниматься вот составлением этих списков и делиться персональными данными на благо Путина или района, не знаю. Вот, какие санкции предлагают вышестоящие инстанции тем, кто откажется? Пока ничего не говорится о санкциях. Я думаю, что по-хорошему их и не будет, потому что административное принуждение, оно на то и административное принуждение. То есть здесь не нужно там запугивать всех и шантажировать, и скажем, что вот если вы не оставите данные, и мы всех уволим. Здесь коварство этой системы в том, что если 10 сотрудникам детского сада скажут, что, значит, кто-то, наверняка двое из них может встать в позу и скажет, что нет, мы никакие данные не будем сдавать. Но остальные 8 эти данные принесут. И умножить еще на 5 их родственников, получится уже 40 человек. Да, двое откажутся, а 40 они получат. В этом смысле, мне кажется, это достаточно, тут и без всяких санкций, это довольно рабочая схема с точки зрения своего коварства, и она, правда, людей будет привлекать и изгонять. Но там даже есть специальное название для человека, который занимается вот этим сбором людей. Полудесятник, да. Полудесятник. Вот. Я даже не знаю, какие тут параллели в первую очередь приходят, связанные там с римскими легионерами или что-то более или больше тюремное. Вот сотники есть такое понятие еще, да. Вот. А у нас есть десятники, а у нас полудесятники. В общем, да. На самом деле мы уже и с иронией вроде как относимся к этим новостям, потому что, видите, у нас Удмуртия один из немногих, наверное, оставшихся регионов России, где еще иногда считают бюллетени. То есть у нас на этих выборах, например, не было ДЭК. Я не знаю, не очень много регионов, где еще вот не ввели систему электронного голосования. И, в принципе, исторически у нас там обычно бюллетени считают. То есть такого, чтобы вот просто взяли и переписали протокол, или там 2 человека пришло на участке и написали явку 80%, такое у нас, конечно, случалось, но в целом достаточно редко. Поэтому, поскольку у нас технологии фальсификаций развиты не очень, потому что фальсификация – это тоже технология, у нас достаточно активно развиваются технологии сгона людей на участке. Одна из них вот эта, другая тоже, то, что было в этот день голосования, это когда домофоны в городе Ижевске звали людей на выборы, то есть буквально, когда ты подходишь к домофону, и тебе говорят, обязательно приходи сегодня по такому-то адресу и голосуй. Пускай вот. Домой еще. Я думаю, что надо докрутить эту схему, чтобы он не пускал домой, пока ты не покажешь, что проголосовал. А как ты можешь это показать? Это следующий шаг, да. Да, поэтому достаточно активно ведется сгон и вот эта имитация значит, народного экстаза в любви к власти выборы. Вот прошедшие небольшие, которые были в воскресенье, видимо, то же самое хотят делать в марте. Ну а почему вдруг такая потребовалась
мобилизация, и потребовалось сделать креатив, как вы выразились. Неужели в Удмуртии правда низкая поддержка, ну, например, Путина? Я думаю, что в целом, да, конечно. То есть, если, конечно, трудно говорить о поддержке Путина, но вот занимаясь выборами в Удмуртии, любая поддержка за Единую Россию, за кандидата от Единой России, если это губернаторские выборы или депутатские выборы, то вся поддержка за Единую Россию – это, конечно, административная явка. То есть это не люди, которые приходят и ставят галочку за то, что они там мы за Путина, за Единую Россию, Z и так далее. Они приходят туда, потому что их пригнали от мероприятий. Вернее, такие люди, конечно, есть, но я думаю, что их до 10%. Все остальные люди, это которых приводят, пригоняют и так далее. Конкретно в этой ситуации, почему еще была причина вот в этих выборах, достаточно забавная тоже история. Значит, в этом округе, соответственно, в Березинском районе, ТИК, территориальная избирательная комиссия, отказалась регистрировать кандидаток от коммунистической партии, 3 коммунисток. Вот. Соответственно, коммунисты пошли судиться с ними в суд, и в итоге коммунистов все-таки зарегистрировали, но 9 сентября. То есть, понимаете, 10 сентября были выборы, а, значит, коммунистов зарегистрировали 9. И я думаю, что это тоже повлияло на то, что на выборы никто не пришел, потому что коммунисты, как бы к ним ни относиться, они, как правило, создают движуху. Все равно, если кандидат коммунист, он может быть не вполне вменяем, но он всегда разнесет листовки, он всегда проведет встречи по дворам, они все время ездят вот эти иногда с концертами, значит, выступают, поют фронтовые песни. То есть создают какую-то движуху, тем самым людей привлекая на выборы. И в этом смысле они, в общем, сами сначала снизили себе полностью явку тем, что не пустили коммунистов, а потом удивились, почему, в общем, она такая. Но в целом мы можем смотреть на это как частный случай, но мне кажется, что история с административной явкой, с административной мобилизацией, даже в меньшей степени с накачкой явки, а с административной мобилизацией она будет такой достаточно глобальной по всей стране. В разных формах мы увидим эти списки, потому что, в общем, административная явка – это то, что очень… Это то, как они планируют привлекать людей. То есть я не думаю, что они серьезно верят, что, повесив плакаты «Приходите голосовать за Путина», кого-то они убедят и привлекут толпы на участке. Мне кажется, это невозможно. Иван, а если посмотреть на другие районы Удмуртии, то что там с явкой? Насколько этот район был аномальным по сравнению с другими? Он не был прям сильно аномальным, то есть он был самым низким, но в целом у нас были дополнительные выборы, не очень большие, в 15 округах по республике. В целом нигде явка не превышала 20%, но здесь и выборы дополнительные. В принципе, это не самая показательная в этом смысле цифра. Понятно, что на выборах президента будет больше. Поэтому, может быть, и не очень старались-то, да? Да. То есть, мне кажется, они так, обкатывают, тестят, тренируются на кошках. В этом смысле, наверное, они радуются, в администрации губернатора, главы республики, что у них небольшие выборы перед выборами Путина, чтобы можно было вот так на кошках потестить различные странные технологии. А с чем связано отсутствие наглого переписывания протоколов, о котором вы сказали в Удмуртии? Там что, такое сильное наблюдательское сообщество или такие ответственные чиновники от выборов? Во-первых, да, действительно, у нас достаточно было всегда большое наблюдательское сообщество. И второй момент, что у нас, конечно, был, как во многих регионах России, вот этот губернатор, который с 90-х сидел там больше 10 лет, Волков. Тем не менее, у нас достаточно долго были относительно конкурентные муниципальные выборы. То есть вот в 10-е годы, когда во многих регионах политическая жизнь закончилась, у нас все-таки продолжали какие-то независимые и хорошие кандидаты идти на различных выборах. А когда есть кандидаты, когда есть конкуренция, соответственно, есть история с тем, что уже за выборами следят. Конечно, у нас то, как в прошлом году у нас были выборы главы, и там, конечно, было заметно. Мы считаем, что, в общем, результат сделало село, потому что города были закрыты
целом наблюдателями, и там было достаточно сложно им что-то вот сделать именно вот после того, как участки закроются, и что-то переписать или что-то добросить или положить в сейф-пакет. При этом в селах, там наши наблюдатели говорили, мы приехали в село, а значит урна для голосования, она даже, ну, то есть на ней нет пломбы. То есть вот пустой участок, нет пломбы, ничего. То есть я вот вышел, может любой из этих людей положить пачку бюллетеней и все. И судя по тем цифрам, которые мы видели, скорее всего, где-то так Забричалово и вкидывали. Вот, поэтому, ну, вот такая, к сожалению, разница. Но я не знаю, на самом деле, то, что вот успеют ли они ДЭК сделать к этим выборам, вот это большой вопрос. Но видно, что что когда нет ДЭГа, какие-то конкурентные выборы еще на муниципальном уровне, они, в общем, в Удмуртии, по крайней мере, иногда случаются. Вообще ставлю на то, что отменим все вот это бумажное, весь бумажный атовизм, потому что можно там написать «нет войне», можно написать там «я против», «вы дурак», «Путин», вот это все. Поэтому, ну, когда ты электронно голосуешь, ты ничего подобного написать не можешь. Спасибо большое за комментарий. Иван Елисеев был с нами. Удмуртия против коррупции продолжает, телеграм-канал продолжает наблюдать за тем, что происходит. Вы на него подписывайтесь, кстати говоря. Замечательный телеграм-канал. Много там можно интересного почерпнуть. Так, спасибо. Пока. Спасибо.